Освещая тему круглого стола, член Общественной палаты Вероника Крашенинникова приводит примеры наиболее острых проблем современного информирования. Это частые ошибки журналистов в информсреде религиозной тематики, в освещении этноконфессиональных вопросов и межрелигиозных отношений в современном мире. Вероника Крашенинникова отмечает, с голубых экранов хочется слышать больше позитивных новостей. Создание позитивной информации сформирует надежный общий фон в подсознании общества. Снижению напряжения мигрантской тематики в мегаполисах могут способствовать мероприятия национальных общин. Будучи еще и советником международного информагентства «Спутник», Вероника Крашенинникова рассказала и о работе своих коллег. Об информировании в целом и снижении уровня рейтинга некоторых СМИ из-за негативных новостей рассказал и председатель Московского Кавказского клуба Шамиль Джафаров. На первой нашей пленарном заседании говорили об успехах, о том, что позитивный имидж Кавказа уже сформирован, теперь важно его правильно освещать, продвигать, но мы не говорили о проблемах. А проблемы пока еще, к сожалению, остаются прежние. Ведь огромное количество позитивных новостей, которые исходят из Северного Кавказа и с людьми связанными, оно остается без внимания. То есть люди у нас достигают успехов не только в спорте, но и в других каких-то направлениях и дисциплинах жизни. И все это остается без внимания. А как только кто-то на рынке где-то с кем-то подерется, сразу об этом по всем каналам трубят, сразу об этом вытаскивают это на поверхность, и в блогосфере начинается муссирование. Круглый стол стал хорошей площадкой для обсуждения самых острых и главных проблем в сфере массовой информации и путей их решения. Главная цель СМИ должна быть направлена на честное информирование, которое никак не может быть связано с обидами и личными убеждениями. С таких слов начинает свое выступление руководитель Минната Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он также затронул тему терроризма, заявив о том, что террористические организации к религии не имеют никакого отношения. Их ни в коем случае нельзя относить к религиозной морали в принципе. Нам всем следует научиться правильно освещать истинные ценности ислама, как религии мира и добра. Руководители ведомств, например, министерств, которые либо отдельно занимаются национальной политикой, либо отдельно занимаются, я не знаю, духовно-нравственным воспитанием, если они будут отдельно работать, журналисты будут отдельно работать, третья сила будет гоняться за рейтингами, мы с вами страну потеряем. И я заявляю об этом абсолютно однозначно, потому что межконфессиональный и межнациональный, межэтнический вопрос, два этих основных вопроса, входят в самый такой таранный инструментарий наших с вами противников в информационно-гибридной войне, которая совершенно бессовестно ведется против России. Еще одна не менее важная тема – кавказофобия. Эта болезнь сейчас заражает все больше людей в стране. В этом направлении следует принять конкретные меры. По словам Зубайру Зубайруева, все крутится вокруг неправильного информирования, в результате чего у людей создается отрицательное мнение не о нескольких личностях, а о целых народах. 80% этих страт говорили, что да, есть такое явление, и что они, собственно говоря, его разделяют, как нелюбовь к чужим. Но самая контрольная цифра. На вопрос, а вы лично сталкивались в своей жизни с представителями Северного Кавказа, только 20% сказали, что да. Итог. Все остальное – это работа по формированию такого общественного мнения. Человек, в принципе, сам не имеет проблем, но все это крутится, вертится в СМИ, и он это воспринимает, достаточно много аргументов. А далее речь шла о работе отдельных телеканалов, таких как МТРК «Мир», агентство ТАСС и многих других. На встрече затронули и другие немаловажные вопросы, касаемые освещения этноконфессиональной тематики в СМИ. Здесь мнения участников дискуссии разделились, но все они сошлись в одном. Медийные личности должны постоянно совершенствоваться и повышать уровень знаний, в том числе акцентируя внимание на истории своей страны и народа. Юсуп Гелисханов, Гапур Чахкиев, Новости 24.